В составе рабочей группы, которую возглавляют вице-премьер Беслан Эшба, члены правительства, депутаты парламента и представители предпринимательского сообщества республики. На совещании обсуждалась новая экономическая система, которую необходимо разрабатывать с учетом реалий и поэтапно внедрять с целью успешного развития бизнеса и государства в целом. В правительстве Абхазии понимают, какая первоочередная помощь необходима предпринимателям Абхазии и готовы к определенным шагам в этом направлении. В первую очередь это понятная вменяемая налоговая база, в первую очередь и, безусловно, финансовая поддержка. Льготные кредиты, длинные деньги. Понятно, чтобы это были разумные проценты для, допустим, организации производства, будь то там туристическая сфера, строительство, гостиниц, отелей. То есть действительно это нужно по срокам смотреть, чтобы финансовые возможности, кредитные возможности были совершенно другие. Стабильность налогового законодательства – главный принцип развития экономики. Министерство экономики республики разработало концепцию налоговой реформы, рассчитанной на 5 лет, в которой учтен международный опыт и специфика нашей страны. Осуществить реформу планируется в 3 этапа – подготовка нормативных актов, принятие и внедрение этих актов и устранение недочетов. В любом случае между государством и предпринимательским сообществом должен быть принцип справедливости, отмечалось в ходе совещания. Пересмотр налоговой нагрузки, создание единого налога на прибыль с оборота, индивидуальный подход к производителям, обладающим патентом, налоговые послабления производителям-экспортерам. Правительство готово концептуально подойти к созданию комфортных условий для ведения бизнеса в Абхазии. Правда, в этом случае и предпринимателям придется систематизировать систему затрат, показывая свои реальные доходы. Систематизация затрат, это касается и командировочных, это касается там и зарплат в конвертах и так далее. Вот это все должно быть исключено. Давая такие уход, безусловно, от налога на дивиденды и так далее. То есть человек или предприниматель или юридическое лицо заплатил один раз государству со своего чистого заработка. И на этом заканчивается история. При этом честно показал все затраты, которые он несет. Вот такой концептуальный общий подход. Поэтому задача поставлена такая нам всем, и президентам, и председателям правительства, чтобы попытаться в этом году, в 2018 году, окончательно завершить, будет это поэтапный ввод и так далее. Но чтобы мы поняли, и предприниматели, и государство, как нам дальше работать. Потому что существующая система, она вот такими превентивными мерами, она в некотором случае вызывает недовольство. В некоторых случаях там у предпринимательского сообщества есть что сказать, даже по тому же НДСу. Но, извините, и у государства тоже есть что сказать. Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарава отметил, что у предпринимателей Абхазии и правительства одна общая задача – построение экономически развитого государства, и взаимодействие в этой области, по его словам, должно иметь результат. Мы должны очень хорошо проанализировать ситуацию, мы должны понимать, где укрывательство происходит, где люди действительно зарабатывают небольшие деньги, и их нужно простимулировать, их нужно как-то освободить. На самом деле и закон об НДС, он тоже нужен, конечно. Я не человек, который бездумно выступает и говорит, что там отмените этот закон. Нет, просто нужно дорабатывать, нужно вносить поправки, нужно, на мой взгляд, ставку менять. Мне кажется, что нужно изменить, как бы расширить, наверное, группу товаров. Надо смотреть, считать и принимать разумные решения. В основном предпринимателей Абхазии волнуют условия обеспечения добросовестной конкуренции. Именно этот вопрос – главная задача реформирования налогового законодательства. Основной упор большинства предпринимателей – это прозрачные, честные правила. Второе – это льготное кредитование, чтобы была поддержка приоритетных отраслей. Это стратегическая задача, которую надо решать. И третий вопрос связанный с вопросами амортизации, вопросы, связанные с боем, где, допустим, начисление НДС товар испортился, чтобы предприниматели могли его дальше использовать в зачетных схемах, что сегодня, к сожалению, да, это мы признаем, это постановление правительства, наверное, надо, Беслан Федорович, помочь предпринимателям подготовить. На совещании говорилось и о том, что многие предприниматели Абхазии не имеют специальных знаний ведения бизнеса. Для этого необходимо создание бизнес-школ и различных экономических программ просвещения, в том числе и на телевидении. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.